Добрый день, это подкаст «Язык татар». С вами Ильдар Аюпов и Эльвира Динмухаметова. У нас уникальный подкаст. Это его второй выпуск. Чем он уникален? Это тем, что выходит раз в 5 месяцев. К сожалению, так. Да, предыдущий выпуск был в мае, а теперь второй. Так что наслаждайтесь. Сегодня мы говорим про заимствование в татарском языке. Заимствованная лексика – это те слова, которые вошли в язык из других языков. Однако в современном татарском языке считают, что чуть ли не половина лексики уже заимствованная. То есть, если спросите у молодежи или у людей, которые разговаривают не совсем на литературном языке, они вам скажут: у татарских слов же так мало. В основном все разговаривают заимствованиями либо с арабского языка, либо интернациональной лексикой, либо заимствованными с русского языка. К сожалению, хочу вас огорчить, дорогие мои друзья, потому что если заимствований больше в языке, то тогда язык уже не выживет. А, слава богу, лашикар, татарский язык живет со своей лексикой, своими формами, но обогащается и заимствованиями. Да, именно так. Причем этот процесс свойственен всем языкам. Итак, на что делится у нас заимствование? Самая простая категоризация – это деление по языкам, откуда это заимствование. Да, генеалогическая классификация, да, ведь получается? По-умному так, да. А по-неумному – по языкам. Соответственно, основные два источника для заимствования в татарском языке – это арабско-персидские заимствования. Для молодежи скажу, что слово «персидские» означает, что это из Ирана. Я вчера сидел в одной кафешке, и на соседнем столике парень говорил девушке, у них там слово «персидский» возникло, да, и он не знал, что такое персидский. Наверное, говорит, такая страна. Персия. Не смог связать, наверное. Это Иран, ребята. А по-татарски это фарсе. Итак, значит, у нас есть арабско-персидские заимствования. Их обычно объединяют, несмотря на то, что это разные языки. Есть русские заимствования, большой пласт, и все остальные поменьше. Начнем с арабско-персидских. Итак, как опознать арабско-персидские заимствования в речи? Во-первых, есть слой слов, которых вы, наверное, даже не задумывались, что они арабские или персидские. Например, слово «шам» – свеча, да? «Аль-батта» – очень близкое мне слово, тоже арабское. «Заян», «дару». На самом деле их сотни, да, даже тысячи этих слов, которые не нарушают закон сингармонизма, да, когда у нас гласные должны быть или мягкие, или твердые. И эти слова сразу не опознаешь, но их зато можно опознать по разным согласным. Да, лингвист сразу узнает, что это не чисто исконно тюркское или татарское слово. Если помните или знаете по школьной программе, в татарском языке все слова должны быть использованы или образованы с помощью мягких гласных, либо твердых гласных, если уж так на бытовом уровне объяснить. Например, слово «китаб», знакомое всем нам, обозначающее «книга», используется «а» твердое и «и» мягкое. Соответственно, никто из нас, наверное, не думает, что слово «китаб» – это не наше, не татарское, потому что каждый день мы встречаемся, и дети встречают, и употребляют данное слово. Однако это не татарское слово, потому что нельзя в одном и том же слове использовать такие буквы. Это арабское слово. Таких примеров много, потому что, смотрите, «салямат», «саляматлик», «дарухана», даже слово «магазин». Многие не переводят вариант «кибет», используют в своей речи «магазин». Мы думаем, что это русское слово. Но и в русский язык оно вошло с арабского языка, от слова «маххадон». И пару еще примеров нарушения этого сингармонизма, да, когда используются и мягкие, и твердые. Например, слово «сагат». Там, где в слове «часы», да, «сагат» или «час», есть и и «а», да, еще есть «г», которое тоже свойственно только арабскому, да, твердое это «г». Слово «галим» тоже отсюда же. Так что эти арабско-персидские заимствования, их можно опознать частенько, а иногда нет. Еще какие звуки выдают арабскость или персидскость? Например, наш любимый хамза – это не имя, это имеется в виду звук. В слове, например, «та'сир», да,
мы это делаем остановку, которая совершенно не свойственна татарскому языку, и многие татары на самом деле очень плохо произносят этот звук. И, ну, это неудивительно, потому что... Не привык к да, этому. не привык с детства это говорить. Ну, некоторые хорошо говорят. Это мин, ма и вот такие слова, да? Это все из арабского. Потом твердые звуки г, к, да, у нас, значит, одна буква выражает два звука. Например, буква г выражает звук г и г. Вот вариант г и вариант к, они как раз тоже выдают заимствованность слова. Многие арабские слова начинаются с букв Т и М. Это морфологическое свойство по структуре слова арабского языка, потому что в арабском языке то или иное значение слова меняется в зависимости от конструкции, когда добавляется перед основой дополнительные, ну, если по-русски сказать, приставки, которые начинаются с «м» или с «т». Например, «мектеб». Основа-то, как и книга «катабе», «китаб», «мектеб» – школа – это то место, где обучаются, место указывающее. «Мин» мы говорим, да ведь? «Сир». Если обратили внимание, все они начинаются на «мин», «таксир», «такдим», «тауфик». Все эти слова арабского происхождения, потому что везде вот эта приставочка одна, та же самая сохраняется. Но в татарском языке они не имеют приставочную роль. Они пришли в язык уже как готовое слово и обозначают только само значение слова. Интересная орфография арабских слов, она всегда часто такая не очень понятная. Да, конечно же. Многое то, что взято из других языков, в орфографии, в письме должна быть свойственна самому языку, иначе оно не приживается. Но татары придумали такие принципы, Хитрости, да. Ну, не только татары, наверное, но в татарском языке, к сожалению, таких вот исключений получается много. Основной принцип тюркских языков – это как слышим, так и пишем. Но, к сожалению, сами даже обратили, вот когда мы выговаривали эти слова, писать что-то сложновато. Это, получается, те слова, которые вошли именно в обиход давно, дореволюционный период, можно сказать, и когда составляли орфографию, принципы орфографии татарского языка. При переходе с арабской графики на латиницу, а потом после кириллицу. с латиницы на кириллицу, да, нужно было как-то узаконить эти правила. Когда писали на арабике, писать арабские слова по тем принципам, как они пишутся в арабском языке, было очень легко. Как там писались, так и подписывали в татарском языке. Но была сложность написания русских или интернациональных слов в арабской графике. Когда перешли на латиницу, принцип был тот же самый. Как слышим, так и пишем. Здесь многие звуки не имели буквенное сочетание, и поэтому получалось сложности как в письме арабских заимствований, даже некоторых самих тюркских слов. И при переходе на кириллицу все это как-то захотели узаконить, и арабские слова, как писались первоначально, в первый раз, начиная с 1939 года, как вот начали писать, приняли писать по историко-традиционному принципу. Первый раз как пишется, так и оно будет продолжаться. Поэтому мы до сих пор пишем иктисад, экономика, но иштимагый, твердый «ый» в конце, да ведь? А даже сами татары принципы эти иногда путают, в орфографических словарях даже в некоторых случаях путаются. Например, то же самое «иктисады» мы пишем с помощью «эй» и «и», а в некоторых случаях, как мягкий вариант, в арабском языке пишется через «и», а в татарском слышится «ый» твердое слово. Поэтому путаница получилась. Чтобы избежать этого, придумали историко-традиционный принцип и туда внесли такие правила. Если буковка не имеет звукового значения, оно звучит не так при выговаривании, надо подписать твердые или мягкие знаки для того, чтобы, например, то же самое «канагат» – «доволен». Мы пишем «канагат», да ведь? И мягкий знак
нужен и А для того, чтобы впереди стоящая буковка читалась твердо, мягкий знак для того, чтобы слог читался мягко. О, я объясню на слове «сагат», который все Да, путают, конечно. Да? И на слове «сагат» это можно объяснить. Например, вот в слове «сагат» вы же знаете, что мы после «г» пишем «а» вдруг, да, хотя произносим потом «т», потом мягкий знак. И, соответственно, многие удивляются, почему так, хотя вроде произносим просто «сагат». Итак, буква «а» обозначает, что буква «г» обозначает звук «г», а не «г», да? Потому что если бы она была не «а», а мы бы говорили «сагат», да? А мягкий знак после буквы «т» обозначает, что «а», которая сделана для «г», должна произноситься как «э». Вот, то есть, каждая следующая буква нелогичная на самом деле влияет на предыдущую или на даже впереди идущую, таким образом, что в итоге получился «сагат». А некоторые, кстати, интересно, по этому фонетическому принципу все говорят «сагат». Да, это очень к сожалению. Но мы сами вот так усложнили из-за того, что не существует дополнительных букв, которые соответствуют конкретным звукам. Нас, к сожалению, усложнили орфографию. И по поводу буквы «амза» хотела объяснить. Откуда еще можем знать, что такие слова не татарские? Да, «тәмин», «тәсир», «мамай» мы его пишем через да ведь? Хотя не произносим. Мы должны «тәмин», «тәсир» в таком варианте произносить. Но татары хитро поступили с другими словами. То есть для них это было незаконно. Обязательно выговаривание этого звука. Поэтому в слове «наиль», «наиле» мы уже привыкли «наиль», «наиле». И хотя арабы говорят «наиль», «наиле», такого варианта нет, вы не услышите. Успокоились, да? Да, поэтому эти неустойчивые звуки, получается. Да. Еще у нас, кроме слов таких, которые имеют значение лексическое, есть союзы. Союзы, многие татарские союзы, они являются арабскими и персидскими. Например, союз «и» использовался как «уэ». Да, ведь? Сейчас уже «хэм». И то, и это у нас, к сожалению... и оба союза не наши. Да, персидское и арабское. Например, «лякин» тоже арабское. «Эмме», «хищ», «хэр». Почему так произошло? Потому что татарскому языку не свойственны синтаксические конструкции за счет союзов. То есть сейчас это воспринимается спокойно, как норма, но в целом татарский язык любит обходиться без союзов в своих предложениях. Об этом мы поговорим в следующих выпусках. Через несколько выпусков будет очень интересное. Но все-таки почему же именно союзы арабского или персидского происхождения, я чуточку скажу. Все-таки в разговорной речи татары использовали исконно тюркские слова и простые предложения. А литературный язык, где использовались большие, сложно подчиненные, сложно сочиненные предложения, они через литературную заимствование вошли в татарский язык. И, соответственно, литература вошла через персидский. Такие конструкции поэтому вошли в обиход как в персидском языке или как в арабском языке, и в татарскую письменную речь в основном. Да. Теперь уже, конечно, в разных стилях, и в литературном языке, и в научной речи они используются, но первоначально они не свойственны были для наших. Теперь скажем еще про заимствования, которые есть и в татарском, и в русском. И они как бы независимо, наверное, пришли, хотя непонятно, насколько независимо, но они по-разному произносятся в татарском и русском, но есть и там, и там. Например, название некоторых овощей. Самое известное – это эфлисун. Апельсин, который есть в русском, по-татарски произносится как эфлисун. Корень один арабский, да, у нас? Например, изюм мы произносим как «юзем». Да, и это в оба языка пришло тоже независимо. Но для меня было открытием, что слово «кияр» является тоже арабским. Хияр, да. Да, то есть огурец и слово «кияр» однокоренные. Не однокоренные, а у них этимология одна. И еще смешное слово – это баклажан. Как вы думали, как будет баклажан по-татарски? Не по-татарски, по-арабски получается. И в турецком языке бадинджан. Да. И у нас бадамджан. Да, бадамджан вариант. Да, теперь всегда так буду его называть, хотя не люблю. А гранат, оказывается, от слова не граната. Граната здесь ни при чем. Это от слова анар. Анар. Да? От слова ар – это цвет
или огонь. То есть, сами понимаете, цвет такой насыщенный, красный – это яблоко огня. А люди, которые любят ретимологизацию, скажут, что это от слова «янар», что это Да, исконно такое же тюркское тоже. слово. А ретимологизация – это когда люди придумывают этимологию, исходя из своих представлений о языке. Ну и обычно это сводится к тому, что все произошло от твоего собственного языка. То, чем любил заниматься Задорнов. С арабскими словами вроде бы все понятно. Пришли с арабского языка. Персидские слова чуть нам ближе по звучанию, потому что звуковой состав, фонетический состав данного языка чуть-чуть схож с татарским языком. Речь идет о гласных и дополнительных согласных звуков. Например, тот же самый звук «п», «ф», и слова, которые начинаются с этих букв в татарском языке, пришли в основном из фарси. И, конечно же, русские заимствования, потому что фарси и русские заимствования, языки входят в одну группу, поэтому они тоже схожи. И если речь идет об арабо-персидских заимствованиях, теперь уже их не делят, да, ведь если многие говорят, это арабо-персидское слово, Да-да. но конкретно каждое слово, конечно же, имеет либо арабское происхождение, либо персидское происхождение. Но многие арабские слова через литературные источники уже с древних веков вошли в татарский язык через фарси. Татарам близка была литература персидская. Все вы, наверное, читали такие произведения, как «Калиля ва Демля», «Хусрау ва Ширин» и так далее. Да, я думаю, персидские. все в курсе, все читали, несколько раз перечитывали. Если даже самих произведений вы не читали, но где-то, сидя в восточных ресторанах или слушая восточную музыку, там вот такие слова или так называемые имена хотя бы слышали. И кто интересуется, конечно же, восточной литературой, им это близко. Многие литературные произведения пришли именно с персидского языка, соответственно, пришла и лексика. Многие арабские слова сначала вошли в персидский язык, а потом через персидский уже приобрели иной вид звучания, схожий и удобный для фарси, а потом уже вошли в татарский язык. Это было очень удобно для татар, потому что звуки, то же самое которых нет в арабском языке, а они существуют в персидском языке. Ну да, наверное, в первую очередь надо еще сказать, что эти слова, которые... Арабо-персидские заимствования – это слова, которые вошли довольно давно в язык, да, то есть новые слова почти не заходят оттуда сейчас. То есть источники какие? Это, во-первых, ислам, язык проповедей, потом через литературу, так как большинство татар, которые учились за рубежом, они учились в иранских медресе или в среднеазиатских, у которых очень сильная связь с Ираном, да, до арабских стран добирались редко. Почему? В Каире обучались многие, конечно же, имамы или религиозные деятели. Ну, закрывая арабско-персидскую тему, надо сказать, откуда появились, да, еще раз повторить. Это значит, у нас через ислам пришли большая часть лексики, через литературу, и в литературе используется, и закрепились в литературном языке. Это означает, что, например, в обиходном языке, да, в просторечии, вы не услышите арабские заимствования так часто. По крайней мере, вот эти, которые очевидно арабские, слова «китаб», конечно же, все используют. Да. А слово, не знаю, «жумхурият» и «маглюмат» используют намного меньше. Да? По крайней мере, вот, приехав в деревню, вы их не часто услышите. И тем более союзы почти не будете слышать. Ну, наконец, переходим к русским, да. Связь между двумя народами давно установилась. Соответственно, есть очень старые слова, которые иногда даже не подумаешь, что они пришли из русского языка, а иногда и непонятно, из какой стороны в какую пришли. Например, какие-то простые слова, которые не всегда задумываешься, что из русского. Например, «барен», да, это очевидное. Да, нужен этимологический словарь найти. Все-таки кто как думает, с какого языка в какой язык они вошли. Да, или слово «кожа» тоже. Откуда куда. Причем разные ученые думают, что если по Фасмеру «кожа» – это чисто коза, через русский язык в татарский язык, Ахметьянов, этимолог татарский, он считает, что наоборот. Что неудивительно. Да, конечно.
А есть более очевидные варианты, например, скамья, шляпе. Здесь русские слова, которые пришли в татарский язык, они нарушают немного принцип такой, по которому в одном слоге не могут рядом стоять два согласных звука. Да? Причем в начале слова. Да. Например, если скамейка СК в татарском, но это даже не какой-то специально все об этом задумываются, а не задумываясь, татары все равно произносят эскамия, да? Разделяют это СК на два слога, получается эскамия. Так вот устроен язык. Потому что для татар свойственна своя система слогоделения, и она отличается от русского. Да. И сложно в начале слова выговаривать два или более согласных рядом. И таких слов в татарском языке не найдете. Если увидите, то это заимствованное слово. Да, поэтому слово «взгляд» совершенно убийственное для татар. Взгляд. Хотя считают многие это акцентом. Это просто свойство языка. И какие примеры? Скамья, шляпа, скатерть, да? И есть интересные слова, которые тоже непонятно в какую сторону вошли. Например, слово «штан», да, которое «штаны». Раньше это считалось, что да, это русское слово, которое пришло в татарский, а теперь вот некоторые считают по-другому, что наоборот. Раз штаны первыми одевали, как считается, кто у нас? Монгол, что одевали, я так понимаю. То они пришли из татарского в русский. Но даже в словарях начала XIX века вы найдете значение «штаны» в переводных словарях как «эшкетун», внутренне одевающая одежда, да, ведь внутренняя одежда. И поэтому все-таки, наверное, с тюркского языка на русский и другие языки вошли данные. Вот. И отсюда же приходит слово «стель», «стол», да, которое непонятно в какую сторону пришло, потому что у нас, по крайней мере, есть подтверждение слова, что это слово «эст», что означает поверхность, да? «Эс», «эслек» и так далее. Существуют разные однокоренные слова. Хотя до 90-х годов прошлого века, 20 века, все считалось, что, как и скамья, скатер, слово «эстель» вошло от слова «стол». Ну да, логика вроде та же самая. Сюда же в русские мы, наверное, засунем категорию интернациональных слов, ну, хотя это отдельная категория, естественно, то есть слова, которые пришли через русский язык, в основном через русский язык, некоторые редкие индивидуально, из греческого, латинского, ну, собственно, из европейских языков. Интернациональная лексика или европеизмы мы их называем, да, эти европейские слова. Сейчас уж многие в русском языке любят называть их даже американизмами, то есть английскими словами. Это противопоставление. Да, противопоставление, вот такой вариант, которые одинаково читаются и используются как в русском языке, так и в татарском языке. Они вошли через язык-посредник. Эту функцию выполняет, конечно же, русский язык. Если арабизмы вошли через татарский в русский язык, существуют такие варианты, то европеизмы или интернациональная лексика, как привычнее нам, они, наоборот, через русский язык в основном вошли в татарский язык. Сейчас уже в современном этапе, наверное, есть и прямые заимствования, потому что татары знают и английский, немецкий и другие европейские языки, в речи используют и ту, и другую лексику. Однако основная масса – это заимствования, как в русском языке, и они используются так же, как и русские заимствования. Если к русским заимствованиям мы добавляем вот дополнительные вставочные звуки «эскамия», «эстель» и так далее, то интернациональная лексика употребляется в татарском языке как и в русском языке. То есть ничего не добавляется, но окончания могут сократиться. Например, интернациональный, интернациональ – это свойственно для татарского языка. Последнее окончание категорию рода, падежа – все это сбрасывается. Контроль, контрольный и так далее. И к ним можно добавить татарские окончания. Например, «Бүгін бойфрендыма шалтыраттым». Бойфрендыма. Да, такой вариант. Пишется бойфренд, вариант в кириллице, но как и в русском языке. Ну и по современным принципам лингвистики, как только мы присоединяем татарское окончание к заимствованному корню, это слово становится татарским. К сожалению, не все ученые так думают. И пока нет
в татарском языке подтверждающего документа, не только европеизма, вот таких вариантов, которые boyfriend, СМС-карта и так далее, и другие. Даже те арабские слова, которые даже сложно понять, что это не татарские слова, уже издавна существующие в татарской речи и не выделяющиеся из речи, они тоже считаются пока, к сожалению, арабскими или персидскими словами. Хотя давно уже мы решили, что они свои. Очень жаль. Пробежимся еще по нескольким языкам. Откуда еще приходит? Про русский мы сказали очень коротко, но понятно, что широкое использование русского языка привело к тому, что русских слов с каждым годом становится все больше в речи, и они уже приживаются как татарские. Из каких? Но имеет еще значение не только, слово входит в язык. Иногда конструкции, целые морфологические, синтаксические конструкции входят в язык. Это как форма интерференции уже. В телепередачах, радиовещании вы слышите такие предложения, которые режет ухо, можно сказать, самим татарам. И насколько я уже, как работаю со студентами, вижу, что студенты сами начинают так говорить. Иногда даже преподаватели. Мы сами становимся частью этой массы и находим такие варианты. Например, я иду по улице, минурам буйлап барам. Вариант урамнан барам. Буйлап это уже... Вариант по, перевод варианта по. Или же... Это калька фактически. Да. Слышали, наверное, вариант. Диплом üstünde утром. Сижу за дипломом. Конечно же, мы на дипломе не сидим. Üstünde – это сверху получается. Но диплом üstünde утралар. Курсы üstünde утром. Например, видели, наверное, зур булмаган тәрәзәләр или зур түгел тәрәзәләр. В каждый день в Булгар-радио звучат такие варианты рекламы. Рекламируют пластиковые окна, и там многие слышат такой вариант. Небольшие окна, зур булмаган, зур түгел тәрәзәләр. Мне не понравилось это платье. Это некрасивое платье. Бу матур түгел күлмәк. Такие варианты, к сожалению, приходится увидеть. Еще, например, вариант: находясь в роуминге, я все-таки соизволил позвонить другу. Роумингта килеш, достыма шалтыратырга булдым. Вот такие И как варианты. только они войдут в норму языка, это станет заимствованием. А пока это ошибка. Наш язык очень красивый, и не надо подражать чему-то или его подводить под какой-то другой язык. Надо найти свое собственное. Еще упомяну языки, из которых тоже бывают заимствования, но реже. Например, у нас есть заимствования из финно-угорских языков. Вы, наверное, не знали, что слово «букен», «лауке» и «пельмен» пришло из финно-угорской. Пельмени даже в русский вошли из финно-угорских. По поводу слова «ляуке» предъявлю свое сомнение, потому что это, скорее всего, арабское слово от «ляуха». «Ляуке», то есть оно превратилось в такой вариант. «Ляуха» – это от слова «доска». Угу. Интересно. Но в той статье, которую я читал, да, многие... кандидат филологических наук утверждает, что это финно-угорское слово. Бывает. Еще есть более спорные примеры. Например, слово «мэнгэ», оказывается, возможно, один из вариантов, что оно китайское, от слова «мьон-ку», которое тоже означает «вечный». Или слово «кый», которое тоже вошло из китайского, по мнению вот этого человека. Но это как-то очень редко, да, уже? Это практически единицы, и они очень спорные. Но многие лексические единицы заимствованный вариант и вариант исконно татарский или тюркского происхождения используются как синонимы. И многие говорят, нельзя использовать заимствованное слово, нужно употреблять свой вариант. А почему вы в тексте не используете и тот, и этот вариант, если они действительно живут в языке? Например, смотрите, голкипер, много в матчах, когда вы смотрите футбол, слышите это слово, и в татарских репортажах, то есть репортажи, которые ведутся на татарском языке, это слово слышится. Но существует и вариант капкаща. И тот, и этот вариант, они действительно живут в татарском языке. Или же мини-маркет, супермаркет, уже мы к всему привыкли. Субсидия, вариант акшалата ярдем.
Если посмотрите тексты, иногда очень сложно находить глагольные формы или сказуемые в предложении, чтобы завершить предложение. Поэтому заимствованное слово в этом случае помогает нам обойти повтор того или иного слова. Например, такие слова, как шопинг, конечно, это уже модная лексика. Многие говорят кибетке барам, сатып алам, сату алам и так далее. Но молодежь любит такой вариант. И теперь уже даже в научных статьях имеются такие варианты в виде примера. Байкер, мотоциклча, ринг, бокс майданчика или нам знакомое слово веранда, уже не знаю, сколько веков живет в татарском языке. Йолды, они уже свойственны нашему языку. Сегодня мы говорили о заимствованиях в татарском языке. Большое спасибо. Это был Ильдар Аюпов и Эльвира Динмухаметова. Встретимся через 5 месяцев. Может быть, и пораньше.